Вы смотрите итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях четверга, 29 июля. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Засуха привела к низкому травостою. План по заготовке сена выполнить вряд ли удастся. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии. Жить с этим вирусом можно, тем не менее вирусный гепатит ежегодно уносит примерно 1,5 миллиона жизней. Расскажем о профилактике и лечении коварной болезни. 50 километров дорог должны отремонтировать в этом году в Якутске. Национальный проект БКАТ реализуют активно. Сколько процентов от плана работ выполнено? Имея на руках диплом о среднем профессиональном образовании, поступить в профильный вуз возможно без сдачи ЕГЭ. Какие еще преимущества? Бескрайние дали Байкала, сибирская тайга, неприхотливый деревенский быт. Все это нашло отражение на полотнах молодого художника Андрея Брянского. Открылась персональная выставка живописцев. Найдено тело подростка, которого унесло течением в Сунтарском районе. Накануне поступила информация от очевидцев о том, что на реке Вилюй у берега села Эльгяй Сунтарского района на несанкционированном месте для купания унесло течением подростка 13 лет. После непродолжительных поисков тело ребенка нашли. С начала года на реках и озерах Якутии при купании погибло 35 человек, 4 из них – дети до 16 лет. Специалисты связывают это с пренебрежением элементарными правилами нахождения на воде, а также с выездами для купания в несанкционированных местах. Однако сами купающиеся в неположенных местах отмечают, что иного выбора у них зачастую просто не остается. Я здесь рядом живу, и каждый год мы здесь купаемся, когда вода сходит. Ну, когда совсем-совсем мелко, а когда здесь глубоко, естественно, мы не купаемся, потому что мы знаем, что здесь постоянно тонут. Других мест, к сожалению, я вообще не знаю. Знаю, что на 202-м купаются, но мы думаем, что там очень грязно, и вообще туда ни разу не ездили купаться, вообще ни разу не ездили. Во-первых, отдаленность, потому что живем мы в пригороде, машина есть не всегда, доехать очень далеко. Ну и во-вторых, там для детей очень мало развлечений и тому подобное. Спасатели и сотрудники ГИМС напоминают, что при выезде на водоемы необходимо соблюдать правила безопасности, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Теперь о лесных пожарах. За минувшие сутки в Якутии ликвидировали 7 возгораний. Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Госком ОБЖ Республики Дмитрий Лепчиков. Он также отметил, что локализовано 10 пожаров и обнаружено 25 новых очагов. Авиация МЧС России выполнила 28 вылетов, во время которых сброшено 3 тонны воды. В настоящий момент на особом контроле находится обстановка в 4 населенных пунктах. Это по населенным пунктам Горного района, Эрт, Кюрелях, ну а также по Кобяйскому району Ситта и Сангар, и поселка Такаракай Верхнеуйлюйского района. В связи с тяжелой этой ситуацией оперативным штабом республики принято решение перебросить силы ФБУ авиалесохраны с природных пожаров Ленские столбы. Ну а также со вчерашнего дня работает аэромобильная группировка и силы это государственной противопожарной службы 35 человек на приближенных пожарах в районе поселка Каракый. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Якутии из-за низкого травостоя и засухи. Соответствующий указ подписал глава региона СН Николаев сегодня. Засушливая погода препятствовала росту травы в Мигино-Кангаласском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Тампонском, Алекминском, Аймеконском, Чурапчинском районах и в городе Якутске. Главам этих районов рекомендовано принять исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи, создать комиссии по обследованию сельхозугодий и представить документы о проведении обследования в Министерство сельского хозяйства республики.
Далее об эпидобстановке. 126 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, из них 67 в Якутске. 14 заболевших обнаружили в Мирнинском районе, 7 в Алданском, по 4 случая в Амгинском, Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Еще в 11 районах фиксируют от 1 до 2 заболевших. За сутки лаборатории республики исследовали более 3000 проб на ковид. Еще один вирус, который ежегодно уносит примерно 1,5 миллиона жизней – это гепатит. Носителей вирусного гепатита в мире насчитывается более 300 миллионов человек. О профилактике и лечении коварной болезни расскажет Сарглана Неустроева. Со своим диагнозом Михаил борется уже 7 лет. Узнал о заболевании совершенно случайно в ходе медосмотра в военкомате. Признается, поначалу испытал шок, но со временем привык. Жизни гепатит практически не мешает. Стресс был немного, потом привык. Самочувствие хорошее, особо пока проблем нет. Время от времени сдаю анализы, типа на рецидив или... Вот и случился рецидив. Живет Михаил в небольшой деревне в Усть-Алданском районе. По словам парня, болеет там практически половина местных жителей. А между тем, единственной профилактикой гепатита на сегодняшний день является вакцинация. Профилактикой вирусного гепатита Б является вакцинация. Она в Российской Федерации обязательная, то есть проводится бесплатно и делается в первый день рождения ребенка, заканчивается в 6 месяцев. То есть трехкратное введение вакцины заканчивается в 6 месяцев. И благодаря этой вакцине у нас в России, в частности в нашей республике, очень хорошо снизилась заболеваемость этим гепатитом. Так, специалисты отмечают, понижение роста заболеваемости гепатитом особенно заметно среди молодежи. Тем не менее, в зоне риска абсолютно все. Заразиться коварной болезнью можно незаметно даже для себя. Но вообще вирусные гепатиты сами по себе, они не проявляются. Основными симптомами могут быть желтуха, чаще всего у детей. Ну, у взрослых тоже протекает желтуха, острые вирусные гепатиты. Но хронические вирусные гепатиты, они никак не проявляются. То есть могут быть такие симптомы, как слабость, утомляемость, снижение аппетита. Выявить их можно, сдав анализ крови. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 354 миллиона человек, живущих с хроническими вирусными гепатитами Б и С. Ежегодно от осложнений, связанных с заболеванием, умирает около 1,5 миллиона человек. Избежать всего этого можно, выполняя элементарные санитарные правила гигиены. При этом и вылечить гепатит можно. Главное вовремя его диагностировать. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Президент России поручил перенести начало выдачи единовременных выплат на школьников в размере 10 тысяч рублей на 2 августа. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по подготовке к новому учебному году. В свою очередь, министр труда и соцзащиты сообщил о готовности Пенсионного фонда осуществить выплаты на 2 недели ранее намеченного срока. 17 миллионов школьников получат выплаты, начиная с понедельника. Напомню, в начале июля Владимир Путин подписал указ о денежных выплатах семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе. Финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до Пенсионного фонда. Это 204 миллиарда рублей. Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей. Для этого нам потребуется внести изменения в постановление правительства, в котором указана дата начала выплаты. Мы готовы провести оперативную эту работу и можем начать выплаты с понедельника, с 2 августа. Система готова, деньги есть, да? Система готова, деньги доведены. В понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей. Хорошо, так и сделаем. И начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника. Более 18 тысяч граждан планируют расселить из аварийного жилья в Якутии. В этом году реализация программы переселения из аварийного жилья на Дальнем Востоке должна продолжаться. Ее нельзя останавливать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в
ходе визита в Южно-Сахалинск. Уже переселено более 9 тысяч человек, заключены контракты на приобретение почти 4 тысяч жилых помещений на сумму более 15 миллиардов рублей. Примерно 1500 собственников жилых помещений заключили соглашение о выплате компенсации на сумму порядка 3 миллиардов рублей. Выполнено около 40% работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Якутске. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. В целом по городу запланированы ремонт и реконструкция порядка 50 километров дорог. Подробности в материале Юрия Осипова. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать около 49 километров дорог в Якутске. Работы ведутся на 44 объектах. По 12 из них работы по укладке асфальта полностью завершены. Всего на эти работы выделено более 2 миллиардов рублей. На текущий момент, получается, по 12 объектам работы полностью завершены по укладке асфальта. Ведутся работы по остальным объектам, согласно графику. В этом году у нас 8 подрядных организаций по нацпроекту. Основная организация это у нас РИК «Автодор». У него 25 объектов. 25 объектов это 25 километров. Из 25 объектов у нас основные работы завершил по 12 объектам. 25 километров дорог из общего объема ремонтирует РИК «Автодор». Как сообщили в компании, сегодня уже выполнено больше половины. Асфальтировано порядка 12,5 километров и остались работы по благоустройству. Компания использует метод регенерации. Он позволяет сэкономить время и достичь высоких результатов. Используем старые основания, которые здесь уже не используются. Его, если традиционным методом нужно было бы идти, его нужно было снимать, и уже в утиль, как говорится. Сегодня мы его используем методом регенерации, значит, смешиваем его с цементом. Сегодня у нас утвержден в республике метод регенерации смешения с цементом. По информации Министерства транспорта Якутии, на сегодняшний день национальный проект «Безопасные и качественные дороги» в Якутске реализован примерно на 40%. Третий год у нас на территории нашей республики национальный проект реализуется «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начали в 2019 году. Хорошие темпы мы набираем за эти годы. В этом году тоже хорошие темпы очень набрали. Взять даже город Якутск, 49 километров у нас в этом году должны ввести. Подрядные организации очень такие укомплектованные, и технику имеют, и специалисты очень хорошие. В Министерстве транспорта отметили, что сегодня все идет согласно графику. Работы планируется завершить до конца октября. За 5 лет реализации национального проекта в Якутске до 2025 года будут отремонтированы более 204,5 километров асфальта. А это значит, что 85% дорог в столице региона будут соответствовать нормам. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Жительница Якутска перевела телефонным мошенникам 4 миллиона рублей. Псевдосотрудники банка, позвонив женщине, сообщили, что неизвестные лица якобы пытаются оформить кредит на имя пострадавшей. Следуя инструкциям мошенников, женщина взяла кредит и, обналичив всю сумму, перевела свыше 4 миллионов на счет злоумышленников. По данному делу ведутся следственно-оперативные мероприятия. На сегодняшний день звонок из банка является самым распространенным видом телефонного мошенничества. По итогам первого полугодия текущего года жители республики перевели мошенникам более 171 миллиона рублей. От этого никто не застрахован. Люди в последнее время очень верят звонящим, которые представляются сотрудниками банков, сотрудниками телефонных организаций и сотрудниками правоохранительных органов. Людям быть бдительными. Сотрудники банков никогда не звонят. Если вам позвонили сотрудники банка, лучше сбросить трубку и перезвонить самому на горячую линию официальную. В Нерюнгри у пассажиров железнодорожного вокзала проверили наличие долгов. Судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции проинформировали граждан о необходимости получения достоверных сведений об исполнительных производствах только путем использования официальных источников. Особое внимание уделено вопросам перевода денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам. Сегодня можно погасить задолженность через интернет на официальном сайте ведомства, распечатать готовую квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты, что позволит сократить время на заполнение данных и избежать ошибок при заполнении. Кроме того, рассчитаться с долгами можно с помощью сервиса госуслуг. В Нерюнгринском районном отделении находилось на исполнении более 67 тысяч исполнительных производств.
о взыскании разной степени характера, да, задолженностей. По настоящий момент взыскано, прекращено исполнительных производств более 21 тысячи. На исполнении находится 45 тысяч исполнительных производств. Всего исполнительных производств за этот период задолженность составляла более 3 миллиардов рублей. Судебными приставами за 7 месяцев 2021 года взыскана задолженность по заработной плате в размере более 10 миллионов рублей. 185 исполнительных производств по задолженности по заработной плате окончено фактическим исполнением. Жители Мирного жалуются в соцсетях на головокружение и задаются вопросом, как дышать и что будет с легкими, если в воздухе летает пепел. Негативно влияет на здоровье горожан задымленность воздуха. С 5 июля в Мирнинскую больницу обратилось 4 человека. Все они лечатся амбулаторно. Коммунальщики алмазной столицы тем временем приступили к увлажнению воздуха. По дорогам города проехали машины с цистернами. Техника поливала водой дороги. Специалисты Роспотребнадзора исследовали воздух в городе. Есть превышение концентрации оксида углерода почти на 1 миллиграмм. Горожане рассказали, как спасаются от запаха гари. Ну, как справляемся, где полотенце мокрое, где закрываемся, где не выходим, где еще что-то. В общем, но тем не менее тяжело. Жарко дома, мы закрываем окна, все балконы, все закрытое. Вода стоит у меня в тазиках. И все равно чувствуется дым. Ну, мочим полотенце, естественно, к рту. Маме 70 лет, она вообще мучается с мокрым полотенцем. Плохо. Маленько подойду, да сяду. Такие пироги. Иногда вот двери мокрыми тряпками закрываем, и балкон тоже. Вот мы-то с поселка Светлого, у нас там сейчас очень много дыма. Имея на руках диплом о среднем профессиональном образовании, можно поступить в профильный вуз без сдачи ЕГЭ. Кроме того, обучение в учреждениях профобразования выгодно с практической точки зрения. Продолжит тему Надежда Саханская. Прием документов на нынешний учебный год по программам среднего профессионального образования продолжается до 10 августа. Выделено 6362 места. Так что у выпускников 9 классов есть еще время решить – продолжить обучение в школе и потом поступать в вуз, либо сперва получить среднее профессиональное образование. Мы прием документов ведем до 15 августа по всем профессиям и специальностям, да, на программу СПО. Прием документов ведут также отдельно со вступительными испытаниями. И у них прием документов завершается 10 августа. Это у нас в первую очередь педагогические колледжи, медицинские колледжи, Верхневилюйский техникум, Жатайский техникум. У них прием документов завершится до 10 августа. И помимо этого им нужно будет пройти экзамены. Для многих аббревиатура СПО – это что-то вроде приговора. И только высшее образование остается ключиком к успешной жизни. Но на самом деле обучение в учреждениях профобразования не мешает продвижению по карьерной лестнице. Утяга, шарага, ремеслуха. Как только раньше не называли заведения среднего профессионального звена. Сегодня такое пренебрежительное отношение к техникумам уходит в прошлое. Об этом говорят новые направления подготовки. К примеру, в Жатайском техникуме запускаются новые образовательные программы. Значит, вот непосредственно по тем профессиям, которые мы готовим для высокотехнологичной Жатайской судоверфи, это судостроители, судоремонтники металлических судов, мехатроника, мобильная робототехника, судостроение. В этом году как раз вот поступающие абитуриенты к выпуску, они будут трудоустроены как раз уже на Жатайскую судоверфь, которая уже будет введена в эксплуатацию. Чтобы добиться достойного профессионального уровня, в Жатайском техникуме прилагают все усилия. Мастерские оснащены профессиональным дорогостоящим оборудованием. Может быть, вам еще... Видите, вот пришли коробки. Это оборудование для новой нашей специальности судокартусники, судостроители. Для них мы закупились по национальному проекту образования, грант это был, оборудование для судокарпустников и судостроителей. Среднее профессиональное образование – одна из ступеней ко взрослой и серьезной жизни. В таких учебных заведениях в основном обучают на рабочие специальности, которые востребованы во все времена. А это значит, что квалифицированные кадры не заставят себя ждать. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Жатай.
Бескрайние дали Байкала, сибирская тайга, неприхотливый деревенский быт. Все это нашло отражение на полотнах молодого художника Андрея Брянского. В Ленском историко-краеведческом музее проходит первая межрегиональная выставка картин. Значима она и для автора. Это его первая персональная выставка, хотя произведения искусства сибирского художника уже имеются в коллекциях не только России, но и США, Китая, а также различных европейских стран. Лучше всего о художнике рассказывает его творчество. Выставка «Таежный мотив» Андрея Брянского продлится до середины сентября. Ленчане и гости города могут не только прикоснуться к прекрасному, но и приобрести в личную коллекцию кусочек Сибири, запечатленный на полотнах художника. Более 15 лет Андрей оттачивает свое мастерство. Первые его работы нашли положительную оценку у критиков. И свои работы он начал выставлять в галереях с 2005 года. Основные темы его работ – это озеро Байкал и природа Восточной Сибири. Вдохновение для пейзажей Андрей ищет в поездках на пленере. Некоторые его работы представлены в правительстве Москвы, Российской Федерации и в крупных российских компаниях. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Оставайтесь с нами.